Как подготовиться к новогодним праздникам, чтобы длительные выходные завершились без последствий, поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии Олег Шарафутдинов, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Олег Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала давайте подведем итоги 2024 года, с какими результатами мы подходим. Ну, если в целом брать статистику, например, по пожарам, да, то у нас идет снижение и по количеству пожаров примерно на 1300, и по количеству погибших при пожарах на 25 человек. Но, к сожалению, у нас зафиксирован рост гибели детей на пожарах даже более чем в 2 раза. Если в том году, в 23-м, у нас погибло 5 детей, то в этом году уже 13. Это такой большой удар, так скажем, да, это момент, на котором мы будем усиленно работать в предстоящем 25 году. Вот, и хотелось бы здесь, опять-таки, обратиться к взрослым, к родителям, чтобы следили за своими детьми, не оставляли их без присмотра и научили их правила безопасности и правил поведения при пожаре. Если говорить про происшествия на водных объектах, то у нас здесь количество происшествий снизилось. Количество погибших уменьшилось на 37 человек. Это и огромная проделанная профилактическая работа, увеличение количества пляжей, профилактические мероприятия, так скажем, рейды, да. Ну и кроме того, у нас были мобильные посты безопасности развернуты. То есть республика делает максимально много усилий для того, чтобы количество погибших во всех сферах безопасности снизить, так скажем, да. То есть, например, это дороги, это пожары, это водные объекты, ну и так далее. Вот. Что касается, так скажем, может быть, какое-то достижение, да, небольшого, у нас в этом году спасателями, пожарными на различных чрезвычайных ситуациях, на пожарах, на водных объектах спасено более 2000 человек. Это большая цифра, это потенциально люди, которые могли погибнуть. К счастью, их удалось спасти тем или иным способом, но тем не менее сейчас они живы, здоровы, и с ним все хорошо. Соответственно, вот с такими итогами подходим к 2025 году. Есть над чем работать, есть какие-то определенные планы, перспективы. Будем только усилить, наращивать и, соответственно, обеспечить максимальную безопасность наших жителей. Если говорить о предстоящих новогодних праздниках, для того, чтобы эту статистику, вот, те положительные моменты, которые есть в итоговой статистике, только улучшить, давайте обратим на основные моменты. Наверное, первое – это фейерверки, потому что сейчас традиционное время, когда особенно этот вид развлечений популярен. Вот как сделать так, чтобы и развлечься, и при этом, чтобы не было никаких последствий? Ну, здесь надо подойти всесторонне. В первую очередь, любое пиротехническое изделие должно приобретаться только в специализированном магазине. Никаких там на прилавочках, ни каких-то стихийных рынках, ни где-то там на улице. А маркетплейсы? Это недопустимо. Что касается маркетплейсов, МЧС России вместе с Озоном сейчас, кстати говоря, над этой темой хорошо поработали. И на маркетплейсе, когда вы приобретаете, да, после этого вам на почту, либо на указанный вами там телефонный номер приходит инструкция, как пользоваться тем или иным пиротехническим изделием. На каждом пиротехническом изделии на коробке должна быть инструкция на русском языке, и где указаны основные правила его безопасной эксплуатации. Это расстояние, например, если у нас какая-то маленькая бомбочка, одни требования. Если большой фейерверк, другие требования. Это, опять-таки, необходимо обратить внимание, в первую очередь, на упаковку. Если она повреждена, помята, там, вскрыта или еще какие-то повреждения, да, ее брать не надо. Кроме того, обращаем внимание обязательно на срок годности. Если он вышел, ну, логично, что его приобретать не надо и нельзя, потому что пиротехника может неправильно сработать в момент запуска. Ну и кроме того, обязательно поговорите с детьми. Дети у нас любят покупать, любят взрывать. Это момент, на который родители потом, так скажем, могут сильно пожалеть. Если вы над этим не поработаете, ребенок может остаться без руки, без глаз, либо других, так скажем, моментов. Есть уже зафиксированные случаи в этом году? В этом году были, но опять-таки они были в те новогодние праздники, то есть в начале этого года. Соответственно, у нас мужчина, простая обычная история, да, мужчина зажег бенгальский огонь, вроде как безобидно, да, но даже бенгальский огонь, у него температура вспышки в момент поджигания 600 градусов. То есть мы понимаем, что искры могут попасть на какой-то там, кто-то ваты там украшает, опять-таки недопустимо, какие-то горючие материалы, там диван рядышком, синтетический и так далее. Загорелся диван, прошел пожар, мужчина надышался дымом, поехал в больницу. Все просто, вроде взрослый мужчина, но тем не менее такие случаи есть, и мы категорически не рекомендуем
применять пиротехнику в любом помещении. Будь то у нас есть, так скажем, бросаются, смотрят каких-то ролики, посмотрели, увидели, что там с балкона стреляют, с окна, но все это заканчивается трагедией. Либо личной, либо кого-то другого, либо ваше имущество полностью сгорает. Ну вот давайте поговорим о том, что еще есть правила пожарной безопасности. Они, как правило, элементарны, но именно если их не соблюдать, то последствия, опять же, вот, могут быть очень печальными. Вот что нужно, на что нужно обратить внимание? Ну, вам встречный вопрос. Вы елку поставили уже? Конечно. Да, вот гирлянду, которая у вас, вы ее нарядили, да, она обязательно должна выключаться на ночь. Не надо с ней спать, никому она ночью не нужна. Поверьте, с соседнего окна не смотрят за вашей елкой, как она там в безопасности или нет. Поэтому, когда вы ложитесь спать, обязательно выключайте все электрические приборы из розетки. На ночь телефон не оставляем. Это основные моменты, потому что по электротехнической причине у нас происходит практически 1/3 пожаров. Все остальное – это либо печное отопление, ну и максимальное, так скажем, количество пожаров происходит от нашего с вами неосторожного обращения с огнем. Это опять-таки и курение, и что-то оставление чего-то, каких-то, может быть, забыли выключить на плите там, готовящую еду, ну и так далее. Не исключены и походы в лес. Очень многие сейчас будут выезжать на природу в новогодние праздники. Вот как вести себя в зимнем лесу? Это я говорю и не только о том, что есть снег и так далее, но еще и животные дикие. Максимально бережно к природе, в первую очередь, да. Во-вторых, необходимо, если вы планируете свой длительный маршрут, зарегистрироваться в МЧС России и обозначить точки выхода на связь с оперативными службами, чтобы вас могли, в случае, если вы потерялись, либо еще что-то случилось, какая-то чрезвычайная ситуация, нужна помощь, сломали ногу или еще что-то, к вам сотрудники приехали оперативно и оказали необходимую помощь. Кроме того, необходимо подготовиться вообще. То есть, если вы опытный турист, да, тогда, может быть, вам и горы высокие по плечу. Но, тем не менее, если у вас нет такого навыка, и вы вдруг решили пойти, то необходимо взять с собой опытного инструктора, который вас сопроводит и подскажет какие-то моменты. Обратите внимание обязательно на экипировку. Она должна соответствовать погоде. Ну и как бы все необходимое нужно тоже брать с собой. Это перчатки, свисток, фонарик, чтобы, если вдруг что-то случилось, да, запас еды. Ну, то есть все зависит от того, насколько вы идете и куда вы идете. И опять-таки с кем идете. Кроме того, нужно посмотреть на прогноз погоды, на предстоящий день, на предстоящие сутки, что прогнозируют. Если у нас усиление ветра, ну, логично, нужно отказаться от такой поездки, либо вылазки на природу. Ну и одевайте яркую одежду, не белую под цвет снега, либо там под цвет, да, там, деревьев, а чтобы вас могли спасатели найти, в том числе и с вертолета. Бывали такие случаи, когда мы с помощью вертолета искали. Какие еще есть риски во время новогодних праздников? Есть риски касаемых, так скажем, обычных горок. Ну, у нас дети приходят на горки. У нас есть сертифицированные горки, а есть не сертифицированные. То есть те места, которые не оборудованы и не предназначены для катания на плюшках, санках и так далее. Там, где ребенок может потенциально получить травму. Как зачастую у нас ребенок катается всегда один, а если катается, то родитель смотрит либо сверху, либо снизу. Вот момент такой, перед тем, как кататься, да, необходимо посмотреть горку визуально. То есть, есть ли какие-то там ямки, может быть, какие-то препятствия, кусты и так далее. То есть, те моменты, которые ребенок может получить травмы. На это обращаем внимание. Опять-таки, само оборудование должно быть тоже без каких-либо повреждений, целое. Вот. Ребенка лучше оденьте шлем. Это максимально защитит его от каких-либо травм, потому что чаще всего у нас бьются головой, ударяется. Ну и просто визуально, так скажем, если есть столпотворение внизу, необходимо подождать. То есть соблюдаем порядок очереди, друг друга не толкаем, не пинаемся, ну и так далее. Итак, еще раз резюмируем, как вести себя в предстоящие новогодние праздники. Вот буквально по пунктам, что нужно сделать для того, чтобы добрым во здравии выйти на работу. Ну, в первую очередь, да, мы дома, если это говорим о пожарах, выключаем все электрические приборы, если куда-то уезжаете, уходите, следим в общем целом за безопасностью, в том числе необходимо детей обучить. У нас те дети, которые погибли, они практически не знали, как себя вести. Кто-то прятался в шкаф, кто-то под кровать. Это говорит о том, что родители до них не донесли, как себя вести при пожаре. Еще один момент. Установите дома пожарный выключатель. Чаще всего у нас пожары трагические, с гибелью людей происходит в ночной период времени, когда человек спит и не может правильно среагировать.
установите дома пожарный извещатель, он вас разбудит, спасет и даст, так скажем, возможность безопасно эвакуироваться. Что касается горок, да, и пиротехнических изделий. Если пиротехника, то у нас сейчас действует, с 27 числа будет действовать по 9 января особый противопожарный режим, который предусматривает запрет применения пиротехники в неустановленных местах. Установленные места будут обозначаться администрациями муниципальных районов и городов. Соответственно, в этих местах можно безопасно запускать. В всех остальных местах такой запуск запрещен. Наши сотрудники будут и дежурить, и на елках, и в местах массового пребывания людей, и будут за этим строго следить. И если уж попались, то будете, так скажем, платить штраф. Что касается турпоход, да, обязательно регистрируйте свой маршрут, предупредите близких, возьмите с собой средства связи и всю необходимую экипировку для безопасного провождения на природе. Алик Анварович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Еще раз рассказали о тех правилах, которые помогают сохранить не только, наверное, наше здоровье, но и жизнь нам и нашим близким. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.